Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися. По их итогам из 9 баллотировавшихся партий мандаты в парламент независимого государства получат только 4 из них. За ходом выборов следили международные наблюдатели из 12 стран мира. Серьезных нарушений выявлено не было. Наибольшее количество голосов набрала партия «Единая Осетия», которую возглавляет Анатолий Бибилов. Как и на предыдущих выборах, в паспортах избирателей ставили специальные штампы, квадрат с датой голосования. Делали это для того, чтобы избежать фальсификаций с бюллетенями. Главный лозунг парламентской гонки – присоединение Южной Осетии к России. Эти выборы могут стать еще одним шагом к объединению двух государств в одно целое. Эти люди похожи на нас в южноафриканских конфликтах. И лучший путь – это разрешить этот конфликт демократическим путем. Стремление и воля жителей Южной Осетии очень важны в этих выборах. Сами выборы прошли без происшествий. Мы видели людей, которые с удовольствием принимали участие в этом событии и голосовали. Я думаю, это были прозрачные выборы. Ставшая традиционной по всей стране, акция «Мы граждане России» прошла в столице Северной Осетии. Ее главной целью является воспитание гражданственности и патриотизма в среде подростков. В этом году количество участников акции во Владикавказе достигло сотни человек. Мероприятие приурочили к нескольким знаменательным датам – 230-летию Владикавказа и Дню России. В рамках мероприятия участникам были вручены свидетельства за участие в марше юных миротворцев. Всего же по всей стране в акции приняли участие 30 регионов России. Цель нашей сегодняшней акции – чтобы подрастающее поколение знали историю России, историю Осетии, ценили заслуги наши и наших предков. Межрегиональный молодежный форум «Кавказ сегодня и завтра. Открытый диалог молодежи» открылся во Владикавказе. Второй раз Северную Осетию посетили представители различных религиозных организаций соседних республик. Помимо них в мероприятии приняли участие молодежные организации и научные сообщества Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии. Главным предметом обсуждения стали проблемы Кавказского региона – сохранение мира и стабильности. В этот раз форум собрал более 200 человек. По мнению участников, сегодняшняя молодежь – это локомотив страны, который способен наладить межнациональный и межконфессиональный диалог на Северном Кавказе. В среду на закрытии форума будет проведен анализ по направлениям экономика, безопасность, общество, имидж территорий. По выявлению наиболее острых проблем религиозной и общественно-политической жизни Кавказа ожидаются конкретные решения. Стоит отметить, что первый подобный форум проходил в Северной Осетии 4 года назад. Религиозный аспект сегодня выходит за рамки, собственно, самих мечетей и храмов, так как мы видим, что, к сожалению, внутренние проблемы наших основных религий становятся проблемами всего общества и затрагивают людей, в том числе и неверующих. И поэтому одним из ключей решения сложившейся проблематики может быть добрый диалог. Парк развлечений Tropic Line пополнился новым аттракционом с говорящим названием Extreme. Его привезли из Словакии к 2-летию взрослого сектора парка. Набираемая высота и скорость способны испугать неподготовленного любителя острых ощущений, но бояться не стоит. Аттракцион прошел все необходимые проверки на прочность. Его работа построена по принципу маятника. Раскачивающийся из стороны в сторону, он одновременно крутится вокруг своей оси. Администрация парка не планирует останавливаться на достигнутом. На этот сезон у нас в планах развить этот парк, как положено, как детская зона. В детской зоне там все более-менее уже нормально. Везде аттракционы, весело, хорошо. Здесь же пока, я считаю, пустовато. Есть аттракционы достойные, но мы ожидаем еще пару-троек, может быть, в этом сезоне.